Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на Таро мерцающих звезд на замечательную тему, где и с кем сейчас находится загадный человек. Если вы хотите о любимом, допустим, человеке или о ком-то узнать, где человек находится, что в его жизни сейчас происходит. Сегодня у нас сочельник и ночь перед Рождеством, и уже близится само по себе Рождество, уже время 12 час у меня, и это значит, что мы с вами прямо перед самым Рождеством гадаем, где и с кем человек находится. Это очень важное цыганское гадание, это называется именно цыганское гадание, и сегодня оно наиболее действенно. То есть именно в записи. Смотреть вы можете его когда угодно, но именно когда оно записано, это очень важно, конечно. Где и с кем сейчас загадный человек. Что в его жизни происходит на сегодняшний день. Когда вы смотрите это видео. То есть смотреть его можно когда угодно. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, я выкладываю наши обозначающие брошечки. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. И четвертая позиция. Вот такие у нас, как вы помните, у меня такие вот красивые есть брошечки. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начнем с самой первой позиции, а эти три последние пока отставляем в сторону. И наша первая брошечка, такая вот замечательная. Что сейчас происходит в жизни загадного человека, где, с кем он будем осматривать, да? Первая карта – это восьмерка кубков. Ну, восьмерка кубков здесь показывает вообще плавание, да, с дельфином. Там в озере или в море. И человек как будто бы плывет за своей счастливой звездой, вдали видит радугу. И голубок тут порхает, прям такие, можно сказать, и под водой, да. Тут и небо, и вода вместе. А это означает, что человек хочет покинуть одно место и идти за своей мечтой. Вот так именно. Может быть, человек мечтает сменить работу, место жительства, находится в состоянии переезда, в состоянии дороги, но видит перед собой только лучшее впереди. Если вдруг вы кого-то решили без вести пропавшего искать, то этот человек под водой, конечно, здесь. А в целом, если просто, ну вот загадный человек, да, любимый человек, куда там, где он как живет, может, мы давно не общались и так далее, то да, человек сейчас находится в состоянии перехода за своей счастливой звездой, конечно же. Давайте посмотрим. Вот тут, видите, колесница, он куда-то едет, он в дороге или он переезжает. Путешествии находится. А в любви этот человек явно разочарован. То есть он идет к своей какой-то цели, он радугу там видит, в работе, там, в деньгах, может быть, в смене места жительства, места работы. Но он не видит радугу в своей личной жизни. Пятерка кубков показывает, он разочарован, у него не получается строить личные отношения. На сегодняшний день он этим расстроен. А сзади два кубка, сверкают, бабочки, радуга, солнце. Он ничего этого не видит. Он не видит чьей-то любви в свою сторону. Понимаете? Он ее не понимает, эту любовь, не замечает, потому что он слепец. Но зато видит свои разочарования. И вот он шут, он решил выбрать для себя в жизни совершенно новую дорогу. И по восьмерке пентаклей, да, это связано и с работой. Он будет менять работу, он уже это все настроился, он уже собрался, да, этот человек менять работу. И, естественно, идет к своей цели. Работа сейчас у этого человека превыше всего. А личная жизнь, она на задворках где-то.
И получается, вы, может быть, любите человека, узнаете о нем или просто вот вспоминаете его, да, но этот человек сейчас именно увлечен тем, чтобы вот идти за своей счастливой звездой по поводу заработка, по поводу самореализации, по поводу того, чтобы поменять обстановку. Если этот человек был женат, о чем вы знали, этот человек хочет уйти от своей жены или развестись, потому что он разочарован в ней. Если это замужняя женщина, она разочарована в своем муже, она хочет от него уехать. Если это свободный человек, он сейчас не ищет любви, он разочарован в любви. И он ищет только новой работы, деятельности, нового поля для деятельности, нового места жительства. Вот ему хочется, чтобы высшие силы ему благоволили, его приютили на новом месте, и ему бы там обязательно в жизни бы повезло. Как этот человек к вам относится? Ну, королева мечей показывается, звезда и принц мечей. Этот человек совершенно вам не доверяет. Он считает вас в чем-то противодействующим человеком или злым, может быть, холодным, неприступным, или человеком, с которым была ссора, конфликт. Человек-стена, человек холодный, холодная зима человек, вот так. И да, по звезде, с одной стороны, он восхищается вами, а с другой стороны, здесь присутствует еще кто-то, кто влияет на него негативно. И этот человек считает про вас, что вы очень холодный человек к нему. Но на самом деле, или хотите ему даже, может быть, отомстить, на самом деле это не так, скорее всего, но побаивается вас, этот человек вас побаивается. И он как бы и восхищается вами, да, с одной стороны, а с другой побаивается вас. Иногда он о вас думает, вспоминает, мечтает, иногда видит вас во сне. Но это не означает, что этот человек будет проявлять себя. Я здесь этого пока не увидела. Я увидела другие цели и устремления. Ну, вот такая позиция номер 1. Как поживает человек под позицией номер 2? Давайте смотреть, что в его жизни происходит. Вот все время она расстегивается. Вот прям иголочкой тыкает своей. Где, с кем он сейчас? Сейчас я вот ее застегнула. Где, с кем он сейчас? Что в его жизни происходит? Итак, король мечей. Этот человек стремится к власти или находится у власти сейчас. У него очень прочное положение, очень прочное. Если вы без вести пропавшего ищете, которого все давно потеряли и не могут найти, то этого человека убил мужчина. Но во всех остальных случаях это не, у вас не без вести пропавший, наверное, это любимый человек, которого просто давно не общались, хотите узнать, как он живет. Карта показывает, что здесь совершенно точно человек сидит у власти, у него хорошее положение, он строгий человек, строгих правил, у него педантизм такой прям в жизни, вот он, чтобы все ему подчинялись, он лидер по натуре, он хороший профессионал, скорее всего, да. Ну, так получается, вот, судя по картам. Башня говорит о том, что что-то в его жизни рушится. Ну, может быть, развод, например, развод. Вот такое бывает, если вы женатого мужчину загадали или замужнюю женщину, да, развод у нее или у него. Потому что башня с королем мечей как бы рубит отношения. Но со стороны мужчины рубят здесь отношения, а не со стороны женщины. Если вы загадали мужчину, это не от него жена уходит, это он сам разводится. Если вы загадали женщину, вот от нее, тогда да, от нее отказывается сейчас мужчина, уходит от нее. Вот. Но башня говорит о сильном кризисе в жизни этого человека. Вот он прочно сидит у власти, а в его жизни что-то разрушается. Ага, тут еще с деньгами идет проблема, видите, как бы. И это все отражается на его финансовом положении. Он ждет больших денег, а у него, скорее всего, рушится что-то в доме, в личной жизни, разрушаются отношения, ну и как из-за денег, наверное, или идет ситуация какого-то коллапса в деньгах. То есть, когда идет очень сильный денежный сбой, но из-за башни, то есть из-за разрушения, может быть, в жизни.
Ну, допустим, человек сидит у власти, он разводится, и это ударяет ему по заработку, по деньгам, потому что он начинает думать не о том, его весь педантизм начинает тоже рушиться, да, дисциплина рушится. Вот. Ну, тут карты еще как могут показывать, что этот человек возьмет себя в руки однозначно по магу, да, и дождется урожая все равно для своих денежек. За денежки он сильно трясется в жизни, всегда беспокоится о своем материальном положении. И для него деньги не на последнем месте, и власть далеко. Личная жизнь этого человека может и волнует, но он готов разрушать, если это необходимо и нужно. Как этот человек к вам относится, давайте посмотрим. Этот человек на вас очень сильно обижен, но у него идет обида из-за мужчины. То есть этот человек очень на вас обижен, но из-за мужчины. Это первое. А во-вторых, он испытывает к вам внутри, глубоко в сердце чувства очень сильное, притяжение и любви. И в-третьих, этот человек хочет залечить свои раны по поводу вас, а у него есть раны по поводу вас. Есть. Как бы в сердце боль, вот так могу сказать. Может, у него из-за этого в жизни и разрушение идет, что у него из-за вас в сердце боль. Но это уже ваша какая-то индивидуальная история. Всех тут, не, как говорится, не назовешь в общем гадании, да. Но здесь видно, что, да, у человека есть по поводу вас боль, и может эта башня быть связана с вами, разрушение личной жизни, если вы расстались, например. Но он хочет залечить эту боль, да, и боль именно из-за мужчины. Ну, вот такая позиция номер 2. Третья позиция. Давайте посмотрим, что в жизни человека происходит, которого вы загадали, где он и с кем сейчас. Наша карта. Первая. Королева кубков. Но если это женщина, то она очень влюблена сейчас, да. Влюблена, чувственно, довольна жизнью, красиво, процветает. Если это мужчина, рядом с ним явно находится какая-то женщина. Если вы без вести пропавшего ищете, он найдется здесь совершенно точно в какие-то небольшие, ну, скорее всего, сроки. Даже если давно пропал, найдется, или весть о нем будет как, или сам он найдется. Или как бы по поводу него будет, ну, как сказать, исход дела, вот так. Исход дела, то есть выяснение обстоятельств. Но, может быть, в это вмешаются высшие силы или ясновидящие. Кто-то как подскажет про него. А если просто любимый человек или просто человек, вот общались, перестали общаться, спрашиваете, как живет, то рядом с ним, если мужчина, то рядом с ним женщина. Если женщина, то процветает. Может даже заниматься эзотерикой. Девятка пентаклей показывает богатую жизнь, в роскоши, и у человека действительно все есть: имущество, деньги, хорошее социальное положение. Может быть, если это женщина, она даже не работает, ее содержит мужчина, наверное. Влюбленные показывают, что у человека в жизни есть какая-то любовь. Этот человек влюблен. Этот человек испытывает к кому-то сильные сердечные чувства, привязанности. И у него есть такое вот, что я иду по пути своего сердца. Я хочу. Ага, смерть. Я хочу идти. Я только хотела сказать, я хочу идти по пути своего сердца. Смерть говорит, тут, видите, перерождение идет в этой колоде, птица Феникс. Она не просто так здесь выпала, она показывает перерождение, вот как перерождение любви. Человек, возможно, с кем-то расстался, но любит и хочет восстановить отношения. Может быть, это вы. Может быть, это вы, но ему нужно все переиначить, как, чтобы возродить-то, да, чтобы возродить. Но в жизни, я вот же говорила сразу, в жизни этого человека есть большая любовь. Да, большая любовь. Он идет или хочет идти по пути своего сердца. Десятка пентаклей. Он мечтает, этот человек, о том, чтобы жить в хорошей, вот, устойчивой семье, но в богатстве. Этот человек уже богат или процветает финансово, как он считает. Его все удовлетворяет и устраивает в финансовом плане. И он хотел бы своей семье подарить вот это благополучие. Вот так видно здесь.
Но по девятке пентаклей на карте один человек, а на будущее он хочет для себя, чтобы было в этом процветании все-таки как два человека. Да? Я здесь вижу, он как еще вести от кого-то этот человек получает периодически. И может быть это вести от любимого человека, но тут еще нужно эти отношения как-то переродить. Какой относится этот человек к вам? Повешенный, императрица и шестерка мечей. Тут идет ситуация, как будто бы жертва какая-то принесена. Еще есть в этой жертве участвует женщина и находится на расстоянии от вас этот человек. Как бы он считает, что ради вас, может, пожертвовал, или эта женщина является препятствием между вами, и ее нужно принести в жертву. Потому что вот еще тут, видите? И еще все это на расстоянии именно находится от вас этот человек. И получается, он понимает, что если, допустим, ему с вами строить какие бы то ни было отношения, нужно вот этой женщине, наверное, пожертвовать, как ее отправить, может быть. А с вами тогда восстанавливать, вот перерождение, строить. Может быть, вот так. Такая позиция номер 3. Позиция номер 3. Итак, четвертая позиция. Такая брошечка у нас. Где, с кем сейчас загадный человек, что в его жизни происходит, да? Десятка жезлов. Жизнь у этого человека очень тяжелая жизнь, и он как будто бы держится изо всех сил, но у него есть защита, медведь. И этот медведь, он его защищает от всяких бед и там, проблем, как может, но он очень много набрал, знаете, или долгов, или тяжелых обязанностей, тот, кого вы загадали. И, соответственно, ему медведь пытается помогать, но он на себе тянет тяжкий крест. Вот как будто, видите, крестом сложено. Крест тянет на себе. А если вы поиск пропавшего загадали вдруг, мало ли, пропавшего загадали поискать, то он, наверное, или за решеткой в тюрьме, да, или его кто-то в рабстве держит, вот такое. Или он очень сильно болен, или он в лесу находится. Если вы знаете, что он уже все, то, наверное, он находится в лесу, его надо искать. Давайте дальше посмотрим. Значит, мы видим девятку жезлов, королеву жезлов здесь, дьявола и короля пентаклей. Раз между королевой и королем лег дьявол, на человеке явно есть негатив от противоположного пола. Как бы кто-то противоположного пола этим загадным человеком манипулирует очень сильно и держит как бы магически. Но это только для тех дальше расклад, кто уже пропавших не ищет. Это уже другой расклад. Для тех, кто там по кому-то соскучился, там, да, вот, и знает, что он жив и никуда не пропадал, а просто вот что не общаетесь. И, соответственно, вот у этого человека в жизни идет манипуляция черной магией от человека противоположного пола. Если это мужчина, от женщины, если женщина, от мужчины. И как будто этот человек очень тяжело живет, может даже и без денег, или с очень маленьким доходом. Часто заглядывает в прошлое, недоволен жизнью, может связан с какой-то службой этот человек. Давайте посмотрим, а как этот человек относится к вам на сегодняшний день. Мы здесь видим девятку мечей, четверку пентаклей и силу, 8-й аркан сила. И я вижу здесь, что этот человек очень сильно по вам страдает, испытывает чувство вины, переживания какие-то, раскаяние. И на что-то как очень сильно надеется. И надеется, что вы, наверное, будете общаться и дальше. Вот так могу сказать. Будете и дальше общаться. Но потом, а сейчас он за голову хватается, и в жизни у него все тяжело, тяжелая жизнь, и проклятие, как на нем, или порча, я вот так могу сказать. И он надеется только, получается, на то, что вы как светлый луч какой-то в его жизни будете.
И не более того, то есть он не знает, каким образом это будет, не знает, как это все будет, как это вообще вот пообщаться, как пообщаться, если вот такие трудности в жизни сейчас происходят у этого человека, понимаете? Поэтому я так могу сказать, что, наверное, вы и пообщаетесь, как-то сведет судьба, но сначала ему нужно преодолеть вот эти все препятствия. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен и Лайв, который вы сейчас смотрите. И также гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!